Сәлем етсізбе. Меня зовут Ажар. Мы продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно начать понимать казахский язык и разговаривать на нем. И достигаем, думаю, что мы достигнем этого при помощи способа, который я демонстрирую в каждом видео. Способ быстро, легко и эффективно запоминать казахские слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как кайры. Вот это к с хвостиком, она звучит как к, не х, а к. Кайры. И вот это р с черточкой, она звучит не как г, не как р, а как р. Как у французов, наверное, есть такое произношение, да? У украинцев есть такое произношение, по-моему. Кайр, р. Не ре, а ре. Ре. Больше г. Ре. Кайр переводится как горе, печаль, скорбь. Ну, такое не очень, немножко печальное слово, но, к сожалению, это понятие присутствует в жизни каждого человека в той или иной степени. Конечно, надеюсь, что это недолгое состояние. Вот я подобрала вот такую фотографию, ну, более-менее подходящую фотографию. То есть человек что-то потерял и плачет об этом. Это вот кайры. Конечно, сложно подобрать фотографию, сложно подобрать картинку к этому состоянию, потому что кайры – это состояние, это даже не внешний вид. Почему? Потому что некоторые люди испытывают кайры, но при этом они даже не показывают, что они в состоянии горя, в состоянии печали, в состоянии скорби. У них это внутреннее состояние, когда они что-то потеряли, когда у них уже нет надежд, когда они больше думают о плохом, может быть, больше думают о смерти, чем о жизни. Ну, в общем, обычно кайры человек испытывает тогда, когда он что-то теряет, прям, ну, такое прям значимое теряет в жизни. Или это близкий человек, или это ну, какая-то значимая вещь в жизни. Может быть, смысл в жизни он потерял, да? Может быть, он лишился всех родных. Может быть, он лишился надежды на что-либо. У каждого по-разному. Но поскольку это понятие существует в нашей жизни, поэтому мы его запомним. Кайры. Теперь по обыкновению составляем предложение со словом кайры. Конечно, невозможно избежать в течение жизни совершенно кайры. Не бывает, потому что у каждого человека есть родные, которые уходят, есть вещи, которые происходят, которые не очень желательны, которые сильно ударяют по человеку, и он испытывает кайры. Но важнее, как быстро он может восстановиться от этого, как быстро он может вернуться снова к жизни, к желанию жить дальше, к желанию дальше побеждать в жизни. Вот это важно. Даже если испытывает человек очень сильный кайры, на самом деле его можно очень быстро вывести из этого состояния, сделать так, чтобы он снова начал смотреть на жизнь, на окружение, на свои цели в жизни. В христианстве, когда человек очень сильно испытывает кайры, он идет в церковь, молится. У мусульман тоже, если люди прям сильно горюют о чем-то, испытывают сильный кайры, они тоже идут в мечеть, молятся, просят прощения, просят поддержки от Аллаха. В принципе, для того, чтобы справиться с кайры, надо просто начать получать победы.
просто хотя бы маленькие шажочки, хотя бы маленькие достижения. И это как бы изменит как бы ракурс внимания, вот изменит от кайгы в сторону выживания, в сторону получения удовольствия. Я думаю, что кайгы и радость — это такие немножко две противоположные стороны нашей жизни. Когда я, например, когда потеряла маму, нашу маму, я очень длительное время вот просто находилась в кайгы. Я не понимала, где я нахожусь, что со мной происходит, как с этим справиться. Ну, на тот момент, конечно, я не знала всего этого. Потом, по мере того, как я начала интересоваться жизнью, своим состоянием, я, конечно, нашла методы. И сейчас у меня очень-очень редко бывает кайгы, прям, ну, редко, можно сказать. Прямо супер редко. Угу. Иногда бывает, но самое главное — быстро оправляться от своего кайгы и дальше двигаться по жизни, завоевывая ее, получая победы, получая достижения. Потому что человек на самом деле может уладить, изменить все, что угодно в своей жизни, направить его в сторону улучшения. И никакой кайгы нам не остановит нас в этом движении. Конечно, когда кто-то умирает, да, ну это нормально, это адекватно испытывать кайгы и проявлять кайгы. Но это не говорит о том, что вы должны на долгие-долгие годы застрять в этом состоянии. Правильно? Вы должны все-таки двигаться дальше. Вот таким образом составляйте свои собственные полноценные предложения со словом кайгы. Вот. И я желаю вам не испытывать очень часто это ощущение, это чувство, не быть в этом состоянии очень часто. И даже если вы попали в это состояние, очень быстро выбраться из этого. И это можно сделать только начать общаться с хорошими людьми, начать делать что-то, производить что-то, двигаться к своим целям и так далее. Не ленитесь, составляйте предложения, и вы прям почувствуете, что это слово полностью и навсегда зашло в вашу память, и вы сможете в любой момент использовать это слово. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, ставите мне лайки, подписывайтесь на меня, делайте репосты, пишите комментарии, пишите свои мысли. Угу. Если у вас какие-то вопросы, если у вас какие-то непонятные вещи, да, пишите. Я с удовольствием отвечу на ваш комментарий. Сау болыңыз. До свидания.